19 января в праздник Святого Богоявления Крещения Господня в одном из главных духовных мест Абхазии в Каманском монастыре святителя Иоанна Златоуста прошли праздничные богослужения. После праздничной литургии проведен чин освящения, великого освящения воды. По традиции в этот день сотни паломников и жителей республики посещают святой источник мученика Василиска Каманского, чтобы окунуться в освященную воду и попросить милостыню во исцеление души и тела у Всевышнего на предстоящий год. Крещение – одно из важных таинств в христианской церкви. Через крещение человек становится членом церкви, присоединяется к сообществу верных. Только после крещения он получает возможность участвовать во всех остальных таинствах церкви и прежде всего в Евхаристии. Центром крещения в Абхазии традиционно стало село Каманы. Праздник начался с чина освящения воды, который совершил игумен Игнатий, настоятель монастыря святого Иоанна Златоуста. Крещение имеет большое значение. Господь не должен был креститься, потому что Он был чист, свят. Но Он оставляет нам такой пример, показывает, как соединиться с Богом, как соединиться с небесами. И через Его крещение мы тоже повторяем это величайшее событие, и мы крестимся в водах чистых, что это можно сравнивать с иорданскими водами, с иорданскими струями. Мы крестимся, очищаемся, омываемся, но и соединяемся с небом, с небесами и с Иисусом Христом. Да, мы крестимся, мы даем обеты, и такие у нас чувства другие, но мы порой нарушаем к сожалению, нарушаем эти клятвы, которые мы даем во время крещения. Но мы можем их и возобновлять через смирение, через покаяние, через терпение. И мы можем возвращать ту благодать, которая она не отходит, но отдаляется через наше поведение, через наше грехопадение. На праздничную литургию прибыли паломники из разных уголков России и Абхазии. От мала до велика по традиции после освящения воды они погружались в источник мученика Василиска Каманского. По христианским канонам в эту ночь вода обретает особую силу. Во имя Отца и прыгай в воду. И Сына, и Святаго Духа. Очищение, конечно, в первую очередь. Но это для меня уже не первое купание. Именно здесь, в Абхазии, Каманы мы приехали специально, чтобы отстоять службу. Мы полностью ее отстояли и приехали сюда искупаться, очиститься, окунуться. Конечно, это Божья благодать. Дай Бог, чтобы с каждым годом все лучше и лучше становилась вера, больше и сильнее становилась. Отмечайте, чтобы семью и семейный очаг посещало только хорошее. Огромное облегчение. Холоднее было на улице, чем в воде. После воды прям тепло. Я, наверное, еще раз пойду. А какое значение имеет именно этот праздник для вас? Ой, огромное значение имеет на самом деле. Просто словами не описать это все. На этот источник я приезжаю многократно. В этом году уже посещала 3 раза. Зимой, именно в крещении, это будет первый раз за мои 53 года. День чистоты, когда хочется, хоть на чуть-чуть стать чище. И, конечно, вера, что в этот день ты ближе к Богу. Из-за большого наплыва людей в селе усилили меры безопасности. Поток машин на подъездах к монастырю регулировали сотрудники ГАИ, а у самой воды дежурили спасатели МЧС. Для паломников подготовили палатки с горячим чаем, чтобы согреться после ледяной воды. Хочу всех поздравить с великим праздником. Сегодня мы здесь обеспечиваем безопасность, потому что на улице холодно, люди приезжают, хотят холодной воды окунуться и так далее. Поэтому здесь работает наша скорая бригада, ребята-спасатели. Праздник Богоявления напоминает о крещении Иисуса Христа в Иордане. Согласно Евангелию, в момент погружения на Спасителя сошел Дух Святой в облике голубя, а голос Бога Отца с небес назвал его своим сыном. Для христиан это событие символизирует духовное обновление и готовность следовать за Богом. Адис Сагария, Давид Хашик, Абхазское телевидение.